Ну, я думаю, что всякий политик преследует цели получить власть и реализовать свое видение будущего страны. Поэтому тут я не думаю, что это оригинальная. Оригинальность, я бы даже сказал, не оригинальность, а я это ощущаю как ответ на запрос о новых лидерах. И тут вот как раз в дискуссии обсуждался вопрос о том, что вот то, что называется третьим сословием, то есть те люди, которые в сущности двигают экономику, они не консолидированы, и новые лидеры ведь не в безвоздушном пространстве создаются. Они являются представителями вот этих вот группы людей, слоя людей, которые создают и двигают нашу экономику. И я надеюсь, что вот такого типа презентации, и я думаю, что сама Закорлевская, она ощущает себя представителем этого слоя людей. И именно в этом качестве она хочет получить власть. Вот тут, если вы помните, в дискуссии говорилось, что эти люди до сих пор не консолидированы, не осознают в значительной мере своего влияния и не имеют власть. Власть имеют другие социальные слои. Я бы сказал, старые социальные слои. Отсюда идет потребность, которая много раз озвучивается, потребность в новых лидерах. Но дело не в людях, а дело в том, что эти лидеры должны представлять вот это продуктивный слой, новый слой людей. И если они адекватны и правильно представляют этот слой, то тогда они и будут желанными лидерами. Но мне кажется, что вот я думаю, что Королевская осознает, я с ней не говорил на эту тему, но думаю, что она осознает свою роль в этом смысле. Вопрос тут не в самой политической программе. Я еще раз хочу подчеркнуть. Экономических программ у нас было много. Все они более-менее однотипные. Кроме того, когда вы начинаете заниматься практической работой по осуществлению власти, у вас не получается так, как вы говорите. Получается сложнее значительно. Ну, например, я могу сказать, для того, чтобы устранить коррупцию, надо быть достаточно осторожным тоже. Потому что в большой стране, когда вы устраняете коррупцию, которая срослась с экономическим механизмом, вы можете получить большие пробои. Нужны продуманные последовательные меры. И поэтому не обязательно все будет так, как прокламируется. Но энергия существенна. Во-первых, энергия, во-вторых, искренность, что нужно. И в-третьих, ощущение, что ты представляешь вот этот новый слой людей, которые и вызвали тебя к жизни, и требуют, чтобы ты пришел к власти, политик. Но я надеюсь, что так будет. По крайней мере, мне было любопытно смотреть вот такого рода политические эксперименты. И мало того, ведь люди в этой роли рискуют чем? Ну, пройдет полгода, и они должны доказывать, что они говорят правду. Они не будут, у них не будет 5 лет. Ведь самое интересное во всей этой презентации, на мой взгляд, было не то, какие экономические задачи ставятся, а то, каким образом выбираются лидеры через праймерис. Вот это действительно, если это будет реализовано, и мы увидим, мы увидим это очень скоро, это люди искренние или врут, имеют какие-то корыстные интересы, или все-таки энтузиасты и хотят действительно изменить страну. Поэтому мне нравится то, что я через полгода увижу результат. Посмотрим. Спасибо большое.